Есть в Германии, в других местах, в России тоже есть малогабаритные техники, по посеву, по уборке. Их тоже можно в Дагестан вывести по лизингу, каким-то другим по этим каналам. А почему на это нельзя уделять внимание? Республика Дагестан обратилась к президенту, и 9 миллиардов рублей из российского бюджета положили как не как резервные, а как Лизинг. эту лизинговую компанию уложили, как это называется, слушай, как гарантию. Российское правительство положило для Дагестана под гарантию эту лизинговую компанию 9 миллиардов, чтобы мы, Дагестан, могли взять оттуда эту технику. С этим проблем нету. Есть проблема, мы ее возьмем, как ее эффективно использовать, и потом как ее оправдать. Куда сдать? Да. Вот вы говорите насчет продукции. Вот у моего брата есть хозяйство по откорму скота. Он с товарищем вот сейчас вырастил 500 голов. Каждая весит, живой вес 300 килограмм. Они взяли коммерческий кредит. У них себестоимость выходит около 140 рублей. Вместе с оплатой труда там и так далее. Но из Аргентины привезли мясо 120 рублей килограмм. И они оптом здесь ее сдают 120, там розницу дают 150. И меньше, чем за 170 рублей ни один человек, который оптовик приезжает с Махачкалы, не покупает это мясо. А в Махачкале на базаре мясо 240 рублей. Что с этим рынком сделать? Вот скажите, пожалуйста. Нет такого понятия. Мы уже давно живем В рыночной системе. Шерсть, смотри, шерсть. Ну как сделать? Вы уже знаете, шерсть гниет. Когда вы не покупаете ее, значит, овчинок нет, ее же можно обрабатывать. С Турции привозят сюда какие-то, значит, тоже наши не отстают. Друзья мои, Очень обрабатывали эту шерсть. мы же, каждый из здесь сидящих и так все это знает, что наше государство, Россия, это остаток от СССР. Все раздербанили, своровали, все, что могли. Ну, с нуля создают государство, ну что вы хотите? Никто же этого не скрывает. Да. Да, вопрос интересный про сбыт продукции. Ну давайте, я же говорю, давайте сделаем такие производства, продумаем здесь.